Кыш-Бабай — на самом деле Дед Мороз, а это верховный бог Тенгри. Белогорская Булгария до принятия ислама была языческим государством, и бог Тенгри был покровителем всей природы. И люди считали, что зимой Тенгри предстает вот в таком виде. На самом деле это пришло еще с языческих времен. Я вам показывала, да, вы, наверное, помните, в самом начале бога Тенгри? Идол культуры. Вот, а зимой вот он в таком виде представляется. Здесь вот вы можете видеть открытки, посвященные Деду Морозу, Новому году. А здесь вот на этой полке вот такая небольшая коллекция Дедов Морозов. Пришло немало писем. Дело в том, что если вы не знаете, я могу вам сказать, что на улице Баумана 25 у нас есть дом сказок, музей сказок. И именно там стоит ящик Кыш-Бабая, в который даже летом, вот кажется, ну Деда Мороза только зимой. Нет, вы ошибаетесь. И летом. И вот совсем недавно мне принесли в офис письма, в которых уже ребятишки желают Кыш-Бабаю всего свете, чтобы они были готовы к наступающему Новому году. Самое странное, почему-то вот Кыш-Бабая считают зимним волшебником, который способен подарить любовь, найти вторую половину. Мы с Санта-Клаусом знакомы, встречались, но, к сожалению, на нашей татарстанской земле. Сюда он приедет впервые. Мероприятия в первую очередь носят гуманитарную и социальную направленность, так как на наш праздник мы в первую очередь пригласим детей с ограниченными возможностями. 15 ноября Кыш-Бабай и Санта-Клаус посетят детей онкобольных в детском хосписе имени Анжелы Вавиловой. Больше всего приезжает гостей, это Урал, Сибирь, Поволжье, даже уже юг стал приезжать, Алушта, Алука. И вот на татарском языке всегда не совсем удобно с ними разговаривать. Представление может идти как на татарском языке, так и на русском, в зависимости от той группы, которая к нам приезжает. Если хотите на татарском, буду я с вами на татарском разговаривать, не переживайте.